Тимофей методично складывает корреспонденцию в сумку. За один день ему надо обойти около сотни жилых домов. В почтовом отделении молодой человек уже 8 месяцев проходит службу в армии. Точнее, ее альтернативный вариант. Немножко переживал о том, где я буду служить, как буду служить. В мои обязанности входит разносить почту, которую дают на мой участок. Взять в руки оружие Тимофею не позволяет его вера. За последние 5 лет в Якутии только двое решили пойти на альтернативу. Выбрать этот вариант можно лишь представителям малочисленных народов Севера, либо если армия идет вразрез с религией. Ежегодно в Министерстве труда утверждается перечень подходящих видов работ. В 2016 году отслужить альтернативно можно в качестве почтальона, грузчика, лифтера, повара и даже оленевода. Всего в списке 118 видов профессий. В Якутии замену строевой предлагают судостроительные предприятия и техникумы. Всего 10 вакансий. Однако, чтобы остаться на гражданке, необходимо подтвердить свой статус не только словами. Для малочисленных народов достаточно свидетельства о рождении, где указана национальность. Но в случае с религиозными убеждениями одного желания будет недостаточно. На призывную комиссию он имеет право привести как свидетелей, так и руководителя организации, где он работает или обучается. Ну, а также бумажку, справку, то, что он состоит действительно в какой-то религиозной, будем говорить, группе там или. В последние годы желающих пойти в армию только прибавляется. Некоторые призывники даже пытаются скрывать свои заболевания, чтобы пройти медкомиссию. Такой наплыв вполне объясним. Без военного билета сегодня нельзя устроиться на работу ни в одну силовую или государственную структуру. Свой норматив по призыву Якутия выполняет ежегодно. В 2015-м в различные войсковые части отправились служить порядка 4000 призывников. В этом году весенний призыв традиционно начнется с 1 апреля. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Иларион Федоров. Вести Якутск.